Еще раз добрый день. Вы знаете, что у нас послезавтра мы в России отмечаем День матери. И это не такой не пафосный какой-то шумный праздник, но все-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме. Уважение, почитание, преклонение. И в этой связи, конечно, хотел бы вспомнить об этом, но прекрасно понимаю, что для вас, так же, как для очень многих других женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, конечно, отношение к этому событию такое не то чтобы праздничное, а скорее всего связано с чувством тревоги и заботы, в мыслях о том, что с вашими мальчиками, потому что для мамы, в каком бы возрасте ни был ее сын, всегда мальчик, всегда ребенок. А для тех, в том числе и для тех из вас, кто присутствует здесь и кто потерял своего сына, то, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии. В этой связи хочу сказать, что, знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартах вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, и я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала. Но хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все для того, чтобы вы не чувствовали себя забытыми. Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой. Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация, это тоже оружие борьбы. И информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы. Но мы для этого с вами и собрались, я поэтому и предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас, как бы из первых уст, что называется, услышать ваши оценки, у вас информация же тоже оттуда поступает. И одно дело ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело – это ваши оценки, ваше мнение и ваши идеи, ваши предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни. Вот это то, что хотелось бы сказать в начале. Вот. Как бы завершая свое такое краткое вступительное слово, хотел бы сказать то, о чем говорю постоянно. Именно о том, что, во-первых, все идет из семьи. И то, что ваши ребята, большинство из них выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защита
защиту Отечества, защиту Родины, России, защиту наших людей, в данном случае в Новороссии, на Донбассе. Это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения. Это не результат каких-то наставлений и нравоучений. Это результат личного примера. Это всегда так. Вот, потому что чего там и как бы ни говорили в школе, что очень важно, конечно, но все-таки основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей. Вот это самый основной, важнейший и самый фундаментальный метод воспитания, личный пример. И судя по тому, что ваши ребята ведут себя так, именно героически, вот именно об этом я хотел сказать, это, конечно, огромный ваш вклад. Ваш, конечно, и ваших мужчин, ваших мужей, безусловно, это в семье с обеих сторон всегда происходит. Но только они сами, ребята, знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них, их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Вот только они сами это чувствуют и понимают. Но когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую, с ребятами прям. Но, во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Вот. Дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда. Ну вот. Значит, это все, что я хотел сказать в начале. Давайте так в свободном режиме поговорим. И как я сказал, я обязательно постараюсь все учесть о том, что вы будете сегодня говорить. Пожалуйста. Я Навиева Суна Нефеловна из Дагестана. Мой сын Энвер окончил Казанское высшее военное танковое училище. Служит в Бурятии. На СВО с первых дней. Был дважды ранен. Лежал в госпитале. После восстановления вернулся в свою часть. Мы с ним иногда созваниваемся, и когда он узнал, что я еду на встречу с вами, просил передать привет от всех своих ребят и сказать, что все, что от них требуется, они выполнят. Он говорит, дед и два прадеда служили в Великую Отечественную. Я тоже должен не подвести. И его бойцы тоже на передовой, они тоже часто вспоминают своих дедов. Они у него со всей страны и республик. Вот. Как-то недавно вы говорили, как-то раз сказали, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин. И эту вашу речь у нас в Дагестане все слышали. И все видели эту речь. Вот. И это очень правильно. Наша семья родом из высокогорного села Джаба Ахтынского района. У нас дружная большая семья, многонациональная. Моя свекровь, мать-героиня, у нее 12 детей. И хотела бы вам выразить большое спасибо сказать за то, что это высокое звание, мать-героиня, в наше время тоже вот вы сейчас это ввели. Для матерей Дагестана и России это очень важно.
Извините. Во-первых, спасибо вам большое за слова, переданные от сына. Я думаю, что наверняка там я с самого начала просил, чтобы была информация у ребят по максимуму достоверная и объективная по поводу того, как страна относится к их ратному делу, к исполнению их долга. Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча тоже до них дойдет, они увидят это. Современные средства позволяют это делать, хотя, конечно, радийная связь представляет определенную опасность, поэтому это ограничения определенные есть. Но в конечном итоге они, безусловно, это увидят. Поэтому я хочу, чтобы они, когда будут смотреть, видели, что мама просьбу сына исполнила. И эти привет этот с благодарностью принят. Я со своей стороны всего самого доброго желаю вашему сыну и его сослуживцам. Он в каком году закончил училище? В 2010. Вот. И уверен, что он выполняет свой долг достойно, так как присуще вообще российским воинам, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана. Там народ особой закалки, мы это все хорошо знаем. Я это очень хорошо знаю еще по 99-му году. Вот. И никогда не забуду этих дней, месяцев, которые связаны были с известными событиями для Дагестана. Что касается его ребят и вот того, о чем я говорил, и Дагестан многонациональная республика, а Россия это в целом уникальная цивилизация, где бок о бок 1000 лет живут люди разных национальностей, этносов, разных религий. И уникальность заключается в том, что за эти столетия совместного проживания люди друг с другом не просто нашли общий язык, а научились уважать обычаи, религию друг друга, вместе друг с другом праздновать и, если приходят какие-то тяжелые времена, вместе преодолевать эти тяжелые времена. Поэтому я, когда вот говорил те слова, о которых вы сейчас вспомнили, это, конечно, этого не напишешь. Это я говорил от сердца. Вот. И знаю, что так и есть. Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, да, национальности, все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно. И они очень достойно несут эту службу, как я уже говорил. Так что вам спасибо большое, спасибо за сына, и ему, в свою очередь, передавайте самые наилучшие пожелания ему и его служивцам, всем его подчиненным. Владимир Владимирович, да. Я из Луганской народной республики, из небольшого города Кировска. Вы, наоборот, выключили сейчас, да? Город стоит на линии фронта. Мы и воюем, и восстанавливаемся. Благодаря Российской Федерации. У нас шеф Иркутской области. И восстанавливаю сейчас 55 объектов. Иркутская область. И вот недавно был губернатор у нас, в моей библиотеке в школе, а я здесь была. Но 30 сентября, как все уже знают, мои здесь девочки, произошло у нас великое, радостное для нас, долгожданное событие. Мы стали субъектом Российской Федерации, о чем и мечтали ополченцы первой волны. Когда мой сын в 2014 году ушел в ополчение, он сказал: мама, я иду воевать за Россию, я иду воевать за русский мир. Я иду воевать за русское слово, за русскую память. Мой папа прошел всю войну с 41 по 45 пришел с победой.
Мы очень долго ждали этого события, трудным путем шли. Теряли дорогих людей нам, но не теряли надежду, что мы будем в России, мы придем домой. И это сбылось для нас радостное событие. Но мой сын Пшеничкин Константин в одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя, и последние его слова были: «Пойдем, братва, рубить укропов». Посмертно он был награжден медалью за отвагу. А кровью сердце обливается, леденеет душа, мрачные воспоминания застилают разум, слезы, слезы. И вдруг сын просит меня: «Мама, не грусти, увидимся, дождаться только надо. То эту жизнь из-за меня пройди, а в жизни той мы снова будем рядом». Я подняла голову, расправила плечи и стала активно помогать семьям погибших ополченцев. Я добивалась льготы, была членом общественной палаты. Я первый референдум организатором была, а второй референдум членом общественной палаты. Знаете, девочки, членом комиссии. Такой активности никто еще не видал. С флагами, с песнями шли старушки с палочками. «Да мы подъедем к вам». Нет, мы сами хотим, а Путину передайте привет. Они верят, что мы посланники Владимира Владимировича, так сказать. Так что знаю все это не понаслышке. И позвольте, Владимир Владимирович, уважаемый наш президент, несколько вопросов все-таки осветить. Конечно. Мы молодые субъекты, только встраиваемся в законодательное поле Российской Федерации, также и медицина. Но у нас проблема со свидетельствованием раненых. Значит, им нужно столько пройти справок собрать, что и здоровый-то не соберет. А проехать из Кировска в Алчевск, из Алчевска в Белое, где госпиталь, из Белого опять назад, потом в Луганск. А в Луганске работает ВВК, военно-врачебная комиссия, всего один раз в неделю. Из 20 городов и районов можно пройти за один день, а нанимать надо, а если без ноги ехать. Уж, пожалуйста, как-то поручение дайте, чтобы это было в режиме одного окна, или выезжали эти комиссии. И потом еще вот командиры не всегда внимательно оформляют записи в журналах. Отбыл в госпиталь, по какому по ранению не пишут. А потом ребятам приходится доказывать очевидное. А ведь они отдали здоровье за Родину. Инвалидами стали. Ну, я это знаю, потому что ко мне обращаются. И еще один вопрос, он витает и в Донецкой Народной Республике, прямо в воздухе, и в нашей республике. Вот те льготы, которые сейчас имеют российские военнослужащие или семьи погибших, распространятся ли на семьи погибших до 30 сентября? Ну, уважаемый Владимир Владимирович, хочется передать от всех жителей Донбасса, от женщин Донбасса, от Союза женщин Донбасса, от тех матерей, которые проводили сыновей на фронт. Слова благодарности вам, поддержки, уверенности. Мы верим в победу, она будет за нами. Пожелать вам крепчайшего здоровья. Ну, а коли мы сегодня вот здесь собрались, девочки, ну... Это самые лучшие мамы, мамы с большой буквы. Да. А от женщин Донбасса вам боевой привет от терпеливых женщин Донбасса. И, девочки, значит, гордитесь своими сыновьями. Вы воспитали настоящих героев. Все, кто там сейчас, они герои. Желаю вам крепчайшего здоровья, дождаться всех живыми и с победой. С праздником, дорогие. Спасибо. Нина Петровна, во-первых, что касается 2014 года, конечно, ну, задним числом мы все умные, конечно, да, но исходили из того, что, может быть, удастся договориться и
Луганск, Донецк, как-то в рамках договоренностей, минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы же не чувствовали до конца настроения людей. До конца невозможно было понять, что там происходит. Вот. Но вот теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь. И среди мирных граждан не было бы столько погибших детей под обстрелами и так далее, и так далее. Ну, хорошо, что это вообще произошло. Да. И происходит это благодаря и вашему сыну, которого сегодня нет с нами, и благодаря сыновьям тех женщин, которые здесь находятся, и благодаря нашим ребятам, которые там сейчас воюют, находятся на переднем крае, ну и на второй, на третьей линии, неважно, но находятся в зоне специальной военной операции. Я имею в виду всех наших бойцов, в том числе и тех, кто пришли в ряды вооруженных сил по мобилизации. Значит, вот это первое. Второе. Конечно, это огромная трагедия, это пустота, которую ничем не заполнить. Вы сейчас об этом так очень убедительно, ярко сказали. Когда нет близкого человека, тем более сына. Но вы знаете, что мне вот в голову приходит? Я уже как-то упоминал об этом. Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. И вот бывает, к сожалению, ну так жизнь складывается. Жизнь сложнее и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках там написано. Вот. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, да, это не важно, какой религии он придерживается. Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там, или еще от чего-то. Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Понимаете? Вот это и в этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой с результатом прожитой. Причем с таким, к которому стремился. Вот. Это первое, что хотел сказать. Угу. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Сейчас, извините, пожалуйста, я закончу. Значит, здесь очень важный вопрос, Нина Петровна затронула. Это организация работы социальных служб. И, конечно, вы правы. Если там возникает столько много проблем, о которых вы сейчас сказали, с поездками, там, с этими документами бесконечными, у нас в России работает эта система одного окна, ну, в гражданской сфере. Да, мы общались. Да, и работает эффективно, очень эффективно работает. Здесь, наверное, это сделать сложнее, потому что это на стыке нескольких ведомств, в том числе военные. Военные там всегда что-то закрывают, даже там, где и не нужно ничего закрывать. Вот военные люди здесь сидят тоже, знают, наверное, где и секретов-то нет никаких, все равно, значит, там что-то про секреты какие-то рассказывают. Но то, что социальные службы должны работать, значит, эффективнее, должны работать так, чтобы не создавать никаких проблем, не обременительно для людей, особенно для ребят, которые пострадали, раненые, вот эту службу одного окна, даже если это на стыке находится гражданских ведомств и военных, безусловно, нужно организовать. И, значит, я не просто так вот дам какую-то команду и забуду. Мы доведем это до конца. Спасибо. Это, может быть, не сразу получится, потому Спасибо. что на стыке этих ведомств не просто это делать, но мы сделаем это обязательно. Ладно? Вот это первое, да? Значит, теперь вот льготы. Ну, сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка там, и двух других территорий.
можно это распространить, что называется, задним числом, начиная там с 2014 года. Это там, где один или два юриста, там минимум 3-4 мнения, но поработаем над этим. И какую-то систему соответствующего льготирования. Ну да, для тех, кто имеет этот статус. Ну да, надо посмотреть. Я не буду скрывать, я перед тем, как сюда войти, я разговаривал с министром обороны, с Татьяной Алексеевной Голиковой разговаривал. Ну, я же понимал, куда я иду и какие вопросы могут быть поставлены. Поэтому, в принципе, я уже с ними проговорил, ну, в общих чертах. Теперь я записал, и это будет более конкретное поручение. Мы поработаем над этим, хорошо? Спасибо. 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 Да, спасибо. Но вы знаете, конечно, спасибо вам за то, что вы уделяете внимание этой теме, имея в виду, что заботитесь вот о других ребятах, которые находятся в зоне этой специальной операции, о их семьях думаете тоже. Это, конечно, ну, просто лишний раз подчеркивает как бы особые, я думаю, что присущие именно людям из России, многонациональный, но все-таки многонационального, все-таки единого народа, который живет одними ценностями. Вот это нам присуще очень. Что вам спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Сумынина Ирина Викторовна, город Краснодар. Первонаперво хочу выразить слова благодарности вообще за то, что я нахожусь сегодня здесь. Хотя моей заслуги никакой нету. Меня отправило сюда наше казачье войско кубанское. Вы казачка? А? Вы казачка? Да, у нас семья казачья, у нас 4 сына. Муж и 2 из сыновей сейчас находятся на боевом дежурстве, так сказать. Они пошли добровольцами, не мобилизованные. Опять же, пошли от войска, как казаки. Муж и старший сын, они вместе находятся, служат в Барсе. А младший ребенок, он в спецвойсках, в разведке. Очень у них слаженные группы, они очень друг друга поддерживают. Вообще бойцы, не именно мои мужчины, а именно в отрядах. Я знаю, барсы хорошо воюют. Они друг за друга горой, они друг другу помогают, поддерживают и физически, и морально. Никогда не бросят бойцов, ни раненых, ни убитых. Даже приходится сбрасывать с себя обмундирование, те же пояса тактические, бронежилеты, но только для того, чтобы облегчить себя и могли бы вынести товарищей и оружие, конечно. Вот в связи с этим существует большая проблема докомплектовки, особенно в спецвойсках. Вот. Министерство обороны одели, обули, но существует, вот за сына скажу, за младшего, вот он в разведке, и ему нужна отдельная форма, то есть чтобы она была легкая, теплая, по сезону, по цвету даже полосы. Нету у них ни масхалатов. Вот старший сын снайпер, у него тоже, например, нету масхалата. Вот какая форма есть, такая и есть. Форма очень быстро приходит вообще в негодность, потому что в окопах, там, ну, знаете, грязь, там, мокрые, холодные. Костер разводить нельзя, потому что вот, очень много, конечно, болеют ребят. Но смысл в чем? В том, что форма должна быть как можно ближе, и чтобы можно как было проще, быстрее заменить форму старую вот на новую, потому что очень быстро приходит в негодность. Даже те же тактические пояса, допустим, вот муж-пулеметчик, и буквально вот несколько месяцев все, его подсумки уже негодные таскать, вот цинки. Вот. Еще большой вопрос. Вот в зоне боевых действий, когда освобождаются новые территории, там очень много детей-беспризорников.
Очень много. Это хорошо, хорошая новость. У наших ребят очень хорошее пропитание. То есть с продовольствием проблем нету. И они постоянно подкармливают местных, особенно детишек. Они так рады вот этим печенькам, конфеткам, ну и так далее. Я знаю наверняка, что проводится, конечно, работа по поиску этих детишек, по оказанию им помощи семьям. И это, конечно, нельзя бросать. Нужно усиливать, наверное, помощь этим деткам. Тем более, что в Краснодарском крае сейчас, наверное, санатории будут свободны, хоть сюда их вывести, потому что там очень холодно, очень мокро. Нет ни света, ни воды, ни еды. Вот это большая проблема. Ну а так ребята очень сплоченные, очень они позитивные, не унывают. Каждый понимает, что он на своем месте. Вот такие вот они. Даже посмеяться, говорят, мы очень любим даже посмеяться. Разрядка такая. Ирина Викторовна, конечно, казаки – это особая каста у нас. Ой, казаки, да, это вот Да. забыла сказать, да, конечно. Постоянно наши атаманы собирают машины, хотя бы раз в месяц стараются отвезти им помощь. Мы это все, конечно, принимаем участие, собираем, отправляем. Те же даже коробки с конфетами, с пряниками, чтобы дети вот это вот раздавали. Потому что наши как бы бойцы не очень так это уже, а деткам, да, вот. Это им пропитание. Казаки с коней пересели на автомобили, но пользуются этим успешно. Да. Вот. Но это, повторяю еще раз, конечно, особая каста. И то, что в истории России они занимают особое место, всегда были служивыми людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди. Это совершенно очевидная вещь. Это было так всегда в истории России. Ну, были впереди, потому что все началось с того, что их главная задача была охрана рубежей. Ну, а потом, по мере развития страны, рубежи уходили дальше, а их служба Родине продолжалась в разном качестве. Вот. И то, что сегодня, извините, то, что сегодня они выполняют свой долг перед Родиной, перед Отечеством, это, конечно, с одной стороны, вроде как в традиции, а с другой стороны, подчеркивает, что ничего никуда не исчезает. Это говорит о том, что кубанские казаки принимают активное участие в специальной военной операции. Еще хотела сказать, что вот про семью, когда мы личным примером должны показывать, воспитывать детей. Не просто так где-то там что-то говорить, а личным примером. Вот у меня муж 13 лет занимается детьми в школе, он казачий наставник. И дети в этом же воспитывались. Отец им прививал военное дело, это и походы, и стрельбы постоянно с казаками в воинской части у нас. Ой, переживаю, нервничаю, конечно, тут все позабываешь. Не росли в золотых пеленках. Да, не росли, да. Муж был в 2014 году, он и в Крыму был, и в Новороссии был, награды имеет. И вот весной и летом был на Донбассе, тоже награды имеет. И вот глядя на отца, конечно, сыны не смогли сидеть дома. Вот это личный пример моего мужа. Да, именно так. Вот именно я же как раз с этого и начал. Да, да. Все, да. все от Я семьи. подтверждаю. Да, только. все от семьи. Ну, во-первых, там несколько подразделений казачьих. Не только Барсы. Да, там Кубань есть отдельно, Барсы. Да. И то, что возглавляет верховный, значит, атаман, это тоже имеет значение. Это, я знаю об этом. И, конечно, всячески будем поддерживать. Двое сыновей у вас, потому что одному пора уже вернуться в отпуск, хотя бы приехать. Он сказал, что вот ему предлагали сейчас в отпуск идти. Он говорит, я не пойду, потому что мои ребята все там. А он командир группы. Он говорит, я не оставлю, я остаюсь там. Ну, дай бог, вот в январе, может быть, отпустят. Угу. А так нет. Сейчас вот младшему 17. Я уж с ужасом думаю, вспомнится 18, и этот пойдет. Не надо, хватит. А ему все говорят, тебя оставили тут на мать, вот сторожи. Да, конечно. Сейчас, секундочку. Но его не установишь. Да, мне кажется, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться, они уже
повоевали, дай бог, конечно. Смотрите, то, что вы казачка, это видно, потому что такие тонкости тактические, значит, эти самые бронежилеты, значит, и разгрузки, подсумки, цинки, там это просто специальная терминология. Все от них, от ваших мужчин. Да? Значит, по поводу одежды. Ну, мне было приятно услышать, что наладилась ситуация со снабжением, с питанием. Но видите, остаются... Они прямо вот это свежая информация, да, что с одеждой? Да. Просто я почему знаю, вот когда у сына вот это вот случается, когда они все бросают, и он просто пишет мне: мам, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Понятно. У нас хорошо в Краснодаре есть хорошие магазины, где все это можно приобрести. Понятно. Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно, с учетом и времени года. Вот можете мне поверить, говорю вам совершенно искренне, вот прямо глядя в глаза. Каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, они происходят каждый день, и я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день. Ну, посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни, но я пометил это для себя. Спасибо. Вторая важная вещь, вы сказали о беспризорных детях. Вот сейчас на этих территориях разворачивается только работа российских социальных служб. Их же не было раньше. Ну да. Там конечно. вообще мало чего было, насколько я понимаю. Но вот сейчас эта работа разворачивается. Но я вот сейчас, когда вас послушал, подумал вот о чем. О том, что просто развернуть работу социальных служб недостаточно. Там нужно принимать какие-то особые меры, значит, связанные с поиском этих детей и с их поддержкой. И обязательно мы этим займемся. Спасибо. Да. Спасибо, что вы обратили на это внимание. Так же, как и экипировкой. Ну и, конечно же, казаки Кубанского казачьего войска вам передают Люба. Им спасибо большое за их службу, за их верность Родине. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, Никольникова Елена Викторовна, я к вам приехала с Тульской земли и привезла вам от туликов, особенно от женщин, мам, крепкие объятия, от мужчин рукопожатия, и просили передать вам, что народ с вами и народ за вас. Я мама гвардии ефрейтора разведывательного подразделения, который в момент начала специальной операции находился в другой командировке и очень сожалел, что в этот момент отсутствовал на родине. Но с первых дней он мне объявил, что как только вернется домой после нескольких суток отдыха, он сразу отправится на фронт. И в его словах не было ни грамма сомнения. И это правильно, потому что долг каждого мужчины защищать свою родину. Точно так же, как когда-то делал его отец, которого уже нет с нами, но он 25 лет положил служению Родине. Он тоже участвовал в горячих точках, являлся ветераном боевых действий. Точно так же, как и его прадед, который в годы Великой Отечественной войны с 40 по 44 защищал нашу Родину, и в 44 году в сентябре, лично возглавляя батальон, шел в наступление, был ранен в этом бою. И впоследствии скончался от ран и был похоронен на территории Украины. И был награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Александра Невского. И он был чуть старше моего сына, ему было 26 лет. Наши сыновья защищают нашу Родину в эпицентре, а мы стараемся их поддерживать в тылу. Как наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, вы знаете, он принял мобилизацию даже не как глава региона, а как отец, который лично контролирует все процессы обеспечения обмундированием, все процессы обучения мобилизованных солдат, и за что ему все очень благодарны. Так и мы, простой народ, не остаемся в стороне. У нас в каждом городе, практически в каждом поселке открыты пункты сбора поддержки мобилизованным солдатам. Потому что вот лично я наблюдаю, как каждый человек хочет участвовать, поддержать наших солдат. И даже из нашего вот маленького, небольшого городка отправлено уже 9 грузов в разные направления.
И я согласна с предыдущей мамой Ириной Викторовной, которая сказала об утерянных вещах, что именно бумажная волокита не дает быстро восполнить потерянные вещи. Точно так же и устарел порядок списания как уничтоженной техники, так и этих же вещей. И плюс добавить хочется, сейчас немножко другая, конечно, ситуация, про квадрокоптеры. Они должны стоять на балансе не только в специальных подразделениях специального назначения, но и во всех других подразделениях, которые выходят на передовую. И в заключение своей речи хочется еще раз сказать вам спасибо от матерей, любящих нашу страну, и от женщин за заботу о женщинах, воспитавших сыновей, защитников нашей Родины. Все от мамы. Это правда. Значит, что касается беспилотников, квадрокоптеров и так далее, мы об этом знаем, мы над этим работаем. И промышленность над этим работает. Значит, в отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, в этом смысле нам приходится воевать не с ними, а с теми, кто им все поставляет и платит, используют их как пушечное мясо на самом деле. Вот это без всякого преувеличения. Там с потерями не считаются. Вообще не считаются. Просто это, а тех, кто ведет себя неправильно, как они считают, расстреливают перед строем. У нас наши ребята своими глазами наблюдали. Вот, и тела валяются, даже не собирают, просто расстрелянных. Вот недавно опять случай. Там 5 человек расстреляли опять перед строем. Тех, кто отказывался идти или ушел с позиции. Там другая моральная атмосфера совсем. Ну, это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом, без всякого преувеличения, и не для того, чтобы поругаться на кого-то, а вот по факту их поведения. Вот так себя ведут. Вот. Но не важно, а важно другое, что мы ощущаем себя людьми и ощущаем, что мы делаем правое дело, защищая тех наших людей, которые сейчас проживают на территориях, вошедших в состав Российской Федерации. Что давно надо было сделать, судя по тому, что сказала Нина Петровна. Они давно этого ждали. Вот. Значит, по поводу порядка списания, имущества и так далее, я пометил для себя, посмотрим. Но это, прежде всего, должно быть связано с порядком обновления. Да, вот, это посмотрим. А Дюмину я передам то, что вы сказали. Я его сегодня, как раз у нас рабочая встреча, я сегодня уезжаю. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Да, пожалуйста. Я Костюк Мария, мама офицера, старшего лейтенанта Ковтуна Андрея, который с самого начала СВО находился в зоне боевых действий. Как он сказал, уходил воевать и защищать нас от фашистских нелюдей, но дальше, когда он вернулся в свое время, он продолжил, сказал, что пока я там, они сюда не придут. Потому что, говорит, если бы я как-то так, как мать, попыталась сказать, что всякое бывает в жизни, я могу принять твое любое решение, за что очень быстро получила, жестко. Вот. Он говорит, если бы ты знала, что там они творят с женщинами и детьми, ты бы даже подумать не могла. Говорит, пока я там, их здесь не будет. А здесь вы, моя жена, мой сын, поэтому мы с пацанами там. И вначале, может быть, он был командиром роты в составе 40-го инженерно-саперного полка. Вот та самая переправа через Северский Донец, которую они несколько раз наводили, знаменитая. Вернулся домой. 29 июля ему исполнилось 26 лет. Был в восторге, что за 10 лет впервые отвечает день рождения дома. И 4 августа вновь убыл в зону боевых действий, уже как командир роты в составе 74-й мотострелковой бригады. И 10 августа близ села Спорное в Донецкой Народной Республике разведгруппа попала в засаду, и вот, получив сигнал о помощи, Андрей со свойственной ему самостоятельностью и уверенностью рванул, помогать ребятам, прикрыл это направление огня своим БМП и собой. Саперов он спас, сам же Андрей погиб
Но благодаря ему живы ребята. И вы знаете, когда после его гибели неделю в американских СМИ крутили видеоролик, что они нейтрализовали старшего лейтенанта Кофтона Андрея, я окончательно, наверное, приняла его вот это решение, что он не мог поступить иначе. И вот это вот внутри укоренилась вера в его дело, которое он делал ради жизни, для жизни, ну и наш случай с моей собственной жизни. И сегодня, как мать, и говорю я всем нашим девочкам, нашим матерям о том, что мы сегодня первые, кто должен показать пример, как ценить подвиг наших сыновей, не обнулять его, и в первую очередь жить. Вот жить, как бы не больно было, не горько, открывать глаза каждый день и жить. Жить самим, помогать жить другим и учить жить и ценить эту жизнь, ради которой наши ребята там сражались и сейчас сражаются. Вот воля, она же не выбирает, предприниматель ты, педагог или чиновник. Она бьет по человеку. Вот я, мама офицер, но я заместитель председателя правительства Еврейской автономной области. Я вот тот самый чиновник, про которых сегодня везде и кругом пишут, что мы прячем своих близких от СВО, что мы пытаемся саботировать мобилизацию. Вот я не знаю, где они их видят, где они таких видят чиновников. Я знаю совершенно другие примеры. И ребята сегодня там выполняют свой военный долг, и мы здесь, в тылу, действительно в тылу, мы должны сегодня все вместе выполнять гражданский. Потому что мой сын защищал свою большую родину. Но у каждого из них в душе есть малая. И вот мальчишки, которые там сегодня находятся, у них у всех есть малая родина. У них есть свой двор, свой подъезд, у них есть та дорога, по которой они ходили в школу. И когда они вернутся оттуда, что они увидят? Я считаю, что они должны увидеть новую страну. Они должны увидеть ту страну, за которую они сейчас там, за жизнь, в которой они сейчас там воюют, сражаются. Они должны ее увидеть обустроенную, благоустроенную, чистую. И, наверное, мы все должны для этого с вами сделать. Может быть, кратно увеличить финансирование программ, может быть, объединиться все вместе, но местными сообществами. Но мы должны изменить для них. Если позволите, буквально вот 2 примера. Кругом писали, опять-таки, соцсети, СМИ, да, что Москва опустела, большие города опустили, как только объявили мобилизацию. У нас очереди стояли. Маленький поселок Теплоозерск, Еврейской автономной области. В начало рабочего дня очередь в военкомат. Полбригады пришло с цементного завода и говорят: возьмите нас вместе с ним, с призывником. Он говорит: маленький, щупленький, он один не справится, мы с ним пойдем. Это не показатель, не для них ли надо стараться? Или уже когда проходило боевое слаживание в селе Виджан, губернатор Славышевичу подходит мобилизованный Михаил, да, и говорит: поговорите с моей женой. Все напряглись, что он может спросить, да, о чем поговорить. Он говорит: она бегает, справки собирает о том, что я не годен к военной службе. Она никого, говорит, не слышит, не слушает. Поговорите вы, говорит. Я, говорит, не вернусь, я, говорит, не пойду, я пойду, говорит, с ребятами. Я, говорит, потом оттуда, говорит, вернусь вместе с ними. И вот ради них нам на сегодня нужно сделать все. Вы знаете, СВО сегодня, она нас всех объединила. Вот она действительно объединила. Сегодня такой всплеск гражданской активности, волонтерства, что большая благодарность, что это поддерживается сегодня, и дай Бог, чтобы это и дальше поддерживалось, потому что мы с вами сменили железный занавес на железные двери. Мы закрыли в своих квартирах и потеряли друг друга. А сегодня это вот такой настоящий, большой, мощный призыв, мощное объединение. И в первую очередь хотелось бы обратиться к вам, знаете, с какой просьбой, если позволите, что сегодня нужно организовывать памятные места, какие-то скверы памяти, места памяти, называть арт-объекты в честь наших героев, разбивать парки. И не слушать тех, кто сегодня везде пишет и говорят: когда все закончится, тогда. Почему? Мы что, стесняемся своих героев? Или мы сомневаемся, сомневаемся в нашей победе? Кто сомневается? Вот мы здесь матери, за нами еще столько же, миллионы. Мы можем убедить любого жителя нашей страны и других о том, что за победа, какой ценой дается, и что она будет наша. Она наша. Дайте нам этих людей, которые сомневаются. И знаете, хотелось бы сюда еще добавить, что, конечно, я бы, наверное, как в Великую Отечественную войну звезды вешала на двери этим героям в знак уважения от общества. А вот ветераны, которые приходят оттуда, ребята, вот ими нужно сегодня наполнять военкоматы. Почему? Потому что они сегодня знают цену жизни. И они знают, что за каждой боевой единицей стоит судьба человека, настоящая. Чтобы не было случаев, когда приходит 25-летняя вдова в военкомат, а то потерянная, которая не знает, что и как делать, а ей говорят: таких, как ты, знаешь сколько, через месяц приходи.
И девочка теряется. А потом они сбиваются. И вот такое, извините за фразу, вдовье царство. Их там 3-4 человека, 24-25 лет, они уже потеряны. Они нанимают каких-то военных адвокатов для чего? Мы им, наоборот, должны показать, что их муж герой. Что сегодня мы поддерживаем и его, ценим его подвиг, и эту семью мы поддерживаем. Хорошо, мальчишки там есть, они им помогают, и холодильник наполняют, и помогают дальше как бы, да, удержаться как-то, и детками занимаются ими. Но они же потом уезжают за ленту, они же дальше работают, они же дальше выполняют свой долг. Кому эти девочки? Они не могут получить пенсию, потому что минимум 3 месяца, я даже говорю на своем примере, невозможно получить справку. Наш областной военкомат подключился уже, но мы не можем получить справку элементарно о том, что девушка не получает там пособие, но у нее есть я. А те девочки, которые одинокие, они на что живут сейчас? Они как себя внутри чувствуют? Их муж отдал свою жизнь за нашу страну. Нашими ветеранами, я вообще считаю, что даже нашими ветеранами СВО, ребятами, которые сейчас оттуда возвращаются, нужно сделать так, чтобы они каждый день были в школах. Вот потому что именно они сегодня, которые понимают смысл жизни, они могут в открытую, по-настоящему рассказать, кто такой герой. Они могут сформировать настоящий образ сегодняшнего героя. Знаете, такой, может быть, герой нашего времени. Вот у них получится. Не у всех, а у этих вот получится. И если позволите, еще есть такая просьба одна. Сегодня очень, в моем понимании, страшная ситуация, когда в социальных сетях распространены чаты, где украинские ЦПСО и наши инагенты, причем здесь наши-то, Господи, сказал-то, инагенты, они сегодня вводят в заблуждение наших мамочек. Они убеждают их, играя на их тревожности, да, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, они их убеждают о том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, чтобы оставляли место службы, да, чтобы уходили с военных действий. Они их убеждают каким-то образом, чтобы они приезжали туда, обещая им отдать сына из плена, или там обещают дать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними как мамочки. И наши что делают мамочки? Они пишут телефоны сына, действующие, когда он там находится, а потом туда прилет. Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, да, в которой находится их сын, а потом туда прилет. Гибнет и ее сын, и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. И это страшно, я понимаю, что с мамочками нужно работать, мы готовы помогать в этой ситуации, но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как Министерство обороны, не обойтись, потому что здесь нужно пресекать на корню, здесь нужно проводить большую разъяснительную работу с родственниками, и здесь нужно спасать мамочек, помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому. И вы знаете, у меня коллеги мои, которые сегодня во всех регионах, я думаю, что они мне все поддержат. Мы все готовы сегодня 24/7 работать на эту историю, потому что очень важная. И я здесь говорю сегодня, конечно, и как мама, и как человек, который работает во власти. Потому что помощь, забота и поддержка, она, безусловно, будет и есть. И мы готовы сегодня ее оказывать. Я остановилась, я могу много говорить. Я там, как моя больная тема. Во-первых, Мария Федоровна, что хотел бы отметить. Вот вы сказали про героев нашего времени. У Лермонтова был другой герой, да, у него сплин вечный был, у него там что-то ему не хватало, он сомневался, ему жалко, в конце концов, что он вмешался в жизнь честных контрабандистов и так далее, и так далее. А у вас другой сын. И здесь мамы сидят тех ребят, так, тех наших парней, которые действительно являются героями в прямом смысле этого слова. Вот это первое. Второе, по поводу того, что произошло. Да? Видите, он реально герой, парень ваш. Он сознательно делал то, ради чего он ушел из жизни, посвятил свою жизнь. Вот. Я как-то говорил, за други своя, это, знаете, вот это и в Библии, и в Торе, и в Коране, везде есть вещи подобного рода. Понимаете? Это вот действительно человек только с таким воспитанием и с таким отношением к ближним и
к делу, которому служит, мог поступить так, как поступил ваш Андрей. Вот судя по тому, что вы рассказали. Ребята рассказали мне. Да, ребята рассказали, ну тем более. Да, вот, они не обманут. Это вам не фейки из интернета, понимаете? Это не фейки из интернета. По поводу того, что вы сказали о семьях и про военкоматы. Все-таки, знаете, вот все мы и какие-то большие начальники, и чиновники пониже, и рядовые граждане, мы все один народ. Какую бы мы должность или позицию не занимали. И всегда разные люди есть. И среди чиновников разные есть. Есть такие, как вы, с вашей семьей. А есть такие, которые в некоторых структурах, а вы сейчас о них говорили с возмущением, и в военкоматах, значит, относятся к семьям наших военнослужащих так, свысока или по-бюрократически, небрежно и с холодком. Поэтому наша задача, конечно, избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми. В этой связи, конечно, вот то, что вы делаете, то, что делает вот Нина Петровна, да и многие здесь присутствующих, очень важно. Очень важно вот эту корку безразличия с чиновников различного уровня, с каких-то государственных структур сдирать. Но надо это делать. Откровенно говоря, ведь я и попросил вас сегодня собраться для того, чтобы и мне было тоже пояснее, понятнее, значит, где... Конечно, я много из того, что вы говорите, я знаю, но практически все. Но одно дело, когда знаешь из бумажных докладов, даже из устных докладов коллег, а другое дело, когда прямо от вас, из жизни, вот напрямую. Все живое, понимаете, это имеет значение. Поэтому то, что вы говорите об этом, это очень правильно и хорошо. И еще лучше то, что вы этим занимаетесь. Вот за это вам спасибо. Я знаю, что есть там различные инициативы, различные группы общественные создаются. И они нужны именно для того, чтобы мы действовали эффективнее. В конечном итоге, вот если мы будем делать так, как вы предлагаете, это дорога к более эффективной нашей работе и к достижению результата, о котором вы тоже сказали, чтобы страна была другой. Вот. Мы вот в этом направлении должны действовать все вместе. Значит, вот то, что касается, прямо скажем, действий противника, а вот ребята ваши сражаются напрямую с противником, вот он напротив прямо, а в информационной сфере тоже противник. Вот когда вы говорите, что пытаются кого-то убедить в чем-то, вкинуть какие-то там ложную информацию, побудить к каким-то действиям, они побуждают к каким действиям? Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют то, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын. Вот для чего это делается. Обесценить то, что делают наши ребята. И обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, в Запорожье, там, в Херсоне. Вот что они делают. Обесценить все наши усилия и то, что делается нашими ребятами. Обесценить, скомпрометировать и в конечном счете добиться их целей. А мы, как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих. И мы их добьемся, вне всяких сомнений. Но по поводу того, чтобы внимательно относиться к ребятам, в том числе и пострадавшим, там, имеющим ранения, чтобы они там и в тех же военкоматах работали. Эта команда есть уже. Для Минобороны это делает и будет делать дальше. Но этого недостаточно. Надо, в принципе, делать, я думаю, надо делать отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это нужно делать отдельную программу. И мы это сделаем. Спасибо большое. Спасибо вам. Пожалуйста. Здравствуйте,
Добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хочется вас поблагодарить за ваше чуткое внимание и поддержку наших ребят. Меня зовут Ирина Игоревна, я представляю Республику Тыва. У меня старший сын служит в 57-й мотострелковой бригаде Хабаровского края. И 7 марта он начал принимать участие в специальной военной операции. 30 апреля, как потом я узнала, он получил ранение тяжелое. Я сама узнала это 7 мая. Извините. И он мне изначально говорил, что у него проблема, что он простыл просто. Я, конечно, его понимаю. Он не хотел огорчить меня. Ну, потом, конечно, через несколько дней я все-таки связалась с старшим депутатом Республики Тыва, попросила его помощь понять весь суть его болезни. Потом этот сын получал более 6 месяцев лечения в госпиталях. Это у нас 5 месяцев он лежал в госпитале имени Вишневского Москвы и более месяц лежал в госпитале города Хабаровск. В настоящее время он находится у нас дома в Республике Тыва, получил помощь в виде реабилитации санатории «Серебрянка», который у нас находится в городе Кызыл. И меня, как мать раненого бойца, которому нужно продолжительное лечение, волнует вопрос о развитии системы реабилитации и поддержки их семей. Потому что когда они уже получают ранения, когда они уже осознают, и тут у нас хочется, чтобы была какая-то разработана точечная программа, где помощь получали не только раненые солдаты, бойцы, но и их семьи, потому что вот эти матери, жены, дети, они тоже сталкиваются с этим впервые. И не каждый понимает, знает, куда обращаться, кому обращаться. И вот эту проблему некоторые семьи решают долго, скажем так. Также у нас в Республике Тыва по вашему поручению в 2020 году был построен медико-диагностический центр, который главным уклоном был защита населения от коронавирусной инфекции. И данный центр сыграл огромную помощь, поддержку во время вспышки данной пандемии. Но сейчас минимализировалось, скажем так, да. И хотелось бы, чтобы данный этот центр, он имел статуса, военного госпиталя, что ли, чтобы ребята после того, как прибывают на родину, в данном случае нашу в Тыву, они знали, что есть место, где они получат лечение, реабилитацию. Также это хорошо, что вы только что отметили, что нужна помощь по трудоустройству данных граждан, потому что мой сын,
когда он только-только подписывал контракт, да, заключал, он думал, что все, он будет военным, да, у него вся жизнь будет связана с этим. А когда 25 октября данного года военная комиссия признала его негодным в службе военных частях, да, тут уже идет переосмысление, куда, как и дальнейшее трудоустройство. Поэтому надо тоже привлекать данных парней на работу в военкоматы, да, и также в образовательной сфере, где они будут объяснять, что такое, да, вот, как быть патриотом своей страны, потому что в военкоматах особенно они будут давать советы, потому что они знают, потому что они прошли вот это все. Вот. И также у нас хотелось бы поблагодарить правительство Республики Тыва. Они тоже, в свою очередь, предприняло ряд помощи семьям мобилизованных граждан, чему мы, простой народ, очень рады и признательны. Вот. Спасибо за внимание. Хорошо, Ирина Юрьевна, во-первых, посмотрим, как вам помочь это. И в целом, вот здесь уже говорила вот Мария Федоровна по поводу военкоматов, что можно ребят привлекать, особенно после ранений, привлекать к этой работе. Мы так и сделаем. Значит, это первое. Второе, вы подняли проблему шире, да, в целом надо подумать и создать систему не просто реабилитации. Ну вот мне министр говорит, что военные госпитали, они заполнены только на 38%. Но сама система здравоохранения готова работать с ребятами, с нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся, с тем, чтобы реабилитация проходила не только в медицинских учреждениях Минобороны, а с учетом готовности и желания гражданской системы здравоохранения работать с ребятами, с нашими, тем более получившими ранения. Но надо вот между ведомствами разобраться, мы сделаем это и будем шире использовать возможности отечественного здравоохранения. Это касается и областных, это касается республиканских и федеральных центров. Вот. И, конечно, нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле этого слова, в том числе с дополнительным обучением и трудоустройством. Вот дополнительное обучение, оно точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем. Я пометил, и мы это сделаем. Спасибо. Владимир Владимирович, меня зовут Юлия Белихова, возглавляю региональное отделение Народного фронта в Подмосковье. Многодетная мама, старший сын в октябре ушел по мобилизации. И как раз тему поддержки семей наших воинов мы обсуждали 2 ноября на площадке форума сообщества, которое проводит Общественная палата Российской Федерации. Кстати, место такое знаковое, потому что Музей Победы на Поклонной горе, где собрались как раз общественные организации, волонтеры. Вот сегодня очень много как раз говорили про помощь волонтеров, которая необходима. И как раз проект «Мы вместе», который, да, достаточно помогал всегда и помогает. Так вот, мы говорили о поддержке сегодня семей наших воинов, и разговор был непростой, потому что там были практически все, у кого родные или близкие сегодня находятся или в зоне специальной военной операции, или в местах слаживания, обучения. Но все пришли к одному мнению. Точка входа информации сегодня от бойцов – семья. Кому позвонит боец? Конечно, маме или жене. Разумеется, что фактически семья первой узнает то, чего не хватает, то, что беспокоит сегодня бойцов и волнует их там на передовой. С другой стороны, мы понимаем сегодня, с какими трудностями сталкиваются здесь семьи.
Это вопросы, конечно, и психологической помощи, материальной, хозяйственной, организационной, информационной. Вот правильно Мария Федоровна говорит про информационную помощь, потому что мы не должны сегодня давать наши семьи в обиду никому. Мы должны их сохранить, мы должны им помогать. И как раз на этой площадке все пришли к единому мнению о том, что нужно работать сообща. Нужно организовываться для того, чтобы улучшить эту помощь и семьям, и бойцам. Решили создать комитет семей воинов Отечества, и организаторами выступили как раз ведущие наши российские организации. Это и «Женщины России», это и Союз семей военнослужащих, это и Союз женщин России, матери России. Понятно, что непросто, потому что здесь достаточно много тех вопросов, которые нужно решать, и решать уже сегодня. Мы уже выстроили взаимоотношения с Татьяной Николаевной Москальковой, это уполномоченной по правам человека. Но, Владимир Владимирович, нам очень необходима помощь в выстраивании диалога сегодня с Министерством обороны. Потому что много вопросов от семей именно к этому ведомству. Конечно, это вопросы и обеспечения, которые сегодня как раз обсуждались. Это вопросы пропавших без вести, это и вопросы, когда они выходят на связь. Это не вопрос 3 дней или недели, а когда это уже не просто беспокойство и тревога в семье. Да? И здесь, конечно, есть вопросы, на которые нужно отвечать. Это вопрос сегодня взаимодействия с Министерством здравоохранения, это вопрос сегодня взаимодействия с социальным блоком. То есть все то, что сегодня беспокоит и семьи, и бойцов. Конечно, здесь мы со своей стороны уже начали работу, и мы подключились, наши мамы подключились к горячей линии Народного фронта, потому что мы как никто понимаем друг друга. Мы понимаем, о чем мы говорим. Конечно, мы сейчас в преддверии новогодних сделаем новогодние праздники для детей из семей, кто участвует в специальной военной операции. В наших планах организовать комитеты в регионах, потому что очень много вопросов, которые могут решаться на региональном уровне. И к нам, на самом деле, мы только-только объявили о том, что будем создавать комитет. К нам уже пошли обращения. Одно из них было из Хакасии, где, к большому сожалению, вот как раз здесь Надежда Узунова присутствует, где, скажем так, не совсем правильное отношение было к семьям и к разъяснению тех вопросов, мер поддержки региональной, которые есть. Говорить надо честно и прямо. И давать в том числе инструменты о том, куда обращаться и как, если эта помощь не получена по каким-то причинам. Поэтому, конечно, вопросы есть, и здесь самое главное, мы хотим стать частью решения, а не частью проблемы. Мы хотим помогать. И здесь, Владимир Владимирович, очень большая просьба поддержать нас в нашей работе. И еще не менее важное, нам обязательно нужно, чтобы от каждого из министерств и ведомств за нами были закреплены конкретные люди, которые способны и отвечать на вопросы, и принимать решения. Сегодня нужно делать все оперативно, без волокиты, без проволочек. Поэтому вот такая просьба. И, конечно, спасибо большое за доверие, потому что сегодня вхожу в состав СПЧ, Совета по правам человека, и я думаю, что это поможет сегодня в реализации тех планов, которые у нас сегодня есть, именно в помощи и семьям, и бойцам. Юлия Александровна, да? Юлия Александровна, вот вы так и назвали, комитет семей воинов Отечества, да? Да. Вы его как-то формализовали, это уже какая-то созданная юридическая... Да, мы уже создались. Вы знаете, мы здесь достаточно открыты, потому что очень много организаций, которые какие-то стихийно непонятно образовываются. Да, мы здесь говорим о том, что мы есть, мы официально, юридический статус, мы завтра не исчезнем с просторов. Тогда, знаете, когда группа открывает в соцсетях, а потом они исчезают куда-то, да, а семьи так и остаются без ответов на вопросы, их просто верстали непонятную информационную такую определенную войну. А здесь мы есть. У нас официальный юридический статус, мы зарегистрировались, и уже сегодня наши мамы помогают и отвечают на вопросы, и обмениваются тем опытом информации, которая есть. Вы знаете, я дам поручение администрации и правительству, чтобы, вот как вы просили, чтобы напрямую с вами установили какой-то контакт с целью поддержки. Это мы сделаем обязательно. А в ходе работы там будут выясняться какие-то вопросы, которые требуют особого внимания и требуют помощи со стороны административных органов. Сейчас мне трудно просто сказать, то есть понятно примерно, какие вопросы возникают, но в каждом конкретном случае, наверное, нужно по-особому подходить. Вообще эта работа должна быть индивидуальной.
она всегда становится самой эффективной, когда она не в общем и целом ведется, а индивидуально с каждым конкретным человеком и с каждой конкретной семьей. Вот. Но каждый случай, он все-таки уникальный, имея в виду состав семьи, проблемы семьи, социальный статус семьи, значит, жилищные вопросы, там, получение всех положенных по закону, а иногда даже и не положенных, но нужных форм поддержки, особенно на региональном уровне. Но я не знаю, вы замечали это, звучит это в эфире, когда у меня нет времени смотреть, там, что и как происходит, когда какие-то мероприятия у меня проходят публичные. Но всегда на встречах с руководителями регионов я или начинаю с этого, или заканчиваю этим. Всегда требую от своих коллег в регионах, от руководителей регионов внимательного, неформального, личного участия в жизни семьи наших ребят, которые воюют. Всегда. Но в подавляющем большинстве случаев, я знаю, работа выстраивается не только там, в столицах, но и в других городах, практически во всех субъектах. То, что вы мне сказали, что в Хакасии как-то к этому относятся не так, как нужно, это для меня, честно говоря, странно. Просто мы проверим, что там происходит на самом деле. Но работа эта, безусловно, востребованная. Вы правильно сказали, даже записала, что точка входа всей информации, что происходит, это семья. Туда люди пишут, туда звонят, когда есть возможность. И там появляется самая объективная информация о том, что происходит, и о том, какая нужна помощь и поддержка. Конечно, будем помогать вам без всяких сомнений. Там только нужны данные ваши какие-то. Но я уверен, это будет. Возьмем там всякие там телефоны и так далее. Пожалуйста. Завершаем. Да, пожалуйста. Вы, пожалуйста. Я приехала из Чечни. Я Агуева Жарадат Хажаину, мать двоих бойцов, которые в данный момент на передовую. Один Агуев Исмаил, Запад комбат, а второй ОВД, начальник ОВД Курчаловского района. Наши сыновья добровольно поехали туда первый раз, сейчас второй раз тоже со своей командой, отрядом. Исмаил раненый еще, не поправивший свою ногу на костылях, на трости, подлокотником все ходит там. Воюет в Донбассе. Марина, где они находятся? Маринка. Маринка, точно. Я горжусь, что у меня сыновья свободно, они добровольно поехали первый раз. Ничуть не жалею, что они там находятся. Наш президент Рамзан Кадыров со всеми, все, что им надо, полностью одеть, обуть, все предоставляет. Не то, что им, даже дома, женам, детям, всем предоставляет Рамзан Кадыров. Помогает всем, и там ребятам тоже. Продукты, продовольствие, не то, что ребят военным несут, даже украинским людям на гуманитарную помощь везут постоянно. Наш президент очень с нашими ребятами гордится, все смотрит, все делает необходимое. Он не оставляет, что сыновья, мужья, что находятся в военном положении в зоне, дома помогает всем семьям ими. У нас в Чечне нет никакого беспризорников, чтобы голодающие, нуждающие нету. Наш президент, что надо, все предоставляет всем матерям везде. У нас президент все доставляет нашим. У наших ребят все нормально. Я горжусь. У меня еще один дома сын. Если надо будет поехать, и третьего отправлю. Уже второй раз они поехали. У нас наших ребят, что уехали в Чечню, ни в чем не нуждается и ни в чем не требует им, чтобы в принципе все у них есть. Наш президент это лучше всех, мне кажется.
Ну, все лучше. Общий это мы не говорим, свой особенно. Я благодарен Путину, что в 2000 году тоже, благодаря ему, покойному Ахмад Хаджи, тоже они все сделали, чтобы войну на нашей стороне, чтобы закончились. Сейчас я сюда ехала, у нас уже дважды мы войну пережили, я знаю. Один у меня без вести пропал в ту войну. Сейчас в данный момент 3 у меня. Я горжусь своим нацией и своим народом всеми. У нас голодающих, нуждающих, примерно руки протянутых, никого нет в Чечне. Всем постоянно, что ему надо, все предоставляет всем ребятам, всем матерям. Их не оставляет он, всем предоставляет, что надо. Я горжусь с ним. Спасибо вам тоже, Путин, что в то время с Ахмад Хаджи Кадыровым вы тоже помогли наш народ очень, чтобы превратить вот это все в войну, чтобы не было. Больше у меня сказать нечего. Жажат Хажаевна, вам спасибо за добрые слова. То, что произошло на чеченской земле, и та нормализация, которая произошла, это прежде всего заслуга самого чеченского народа. И Ахмад Хаджи, который отдал жизнь за свой народ, за чеченцев. Он отдал жизнь за это. Вот. С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча, я передам ему ваши слова. Очень за свой народ. Что он сказал, наши ребята все, вот примерно считаем, моих я считаю примерно, хоть час они хотят, жизнь отдадут за него, за его слово. Да. Они уже второй раз у меня уже там, они на передовой. То, что у вас 2 сыновей там воюют, это молодцы. Я знаю, что чеченцы... У меня 2 внука тоже там находятся. Еще наши фамилии, мужа, родственники, племянники, двоюродные брат, еще 4 однофамильных наших ребят, агуевцы. Там их много. Жажат Хажаевна, вы 3-му сыну скажите, да? 3-й сын. Да нет, 3-му скажите, что приказ Верховного Главнокомандующего оставаться дома. Ну, мы пока Пусть он контролирует ситуацию в семье. 3 семьи же надо посмотреть, обходить, что нам надо. Пусть он контролирует ситуацию. Я сказал, 3-го оставьте пока, тем 2. 3-й нам нужен тут дома. Я Рамзану скажу сейчас, чтобы 3-й был дома, контролировал ситуацию. А так благодарен вам, спасибо большое. А своему президенту, своему народу, своей нации очень благодарен я, что нас не оставляет ни на что. Это всем помогает. Даже не бывает, что он где-то не помог, чтобы у нас что-то не доставалось. Это можно в любое время приехать в Чечню узнать. Да, я что помню. Мои слова или верные, или нет. Я знаю разницу между сегодняшним Грозным и тем Грозный, который я видел с борта боевого вертолета, когда летал над городом в 1999 году. Да, очень красивый город, достопримечательности очень красивые. Это благодаря нашему народу, президенту. Площадь Минутку, я помню, полная... Ну, развалины, как там ловить нечего в Сталинграде было. Да, точно. И сейчас... Даже не думали, что оно так восстановится, все. Больше что думали о том, чтобы перенести столицу Чечни. Потому что некоторые считали, что восстановить невозможно. Все в руинах. Сейчас процветающий город. Шикарно. У меня внук тоже Суворовский учится, бабушка говорит, я 18 лет будет мне, я тоже уеду с дядьками, говорит, на войну. Я говорю, подожди, может закончится вот это, до тебя, наверное, не дойдет. Не, говорит, если будет, я поеду. Учится отлично в Суворовской школе, уже 16 лет внуку тоже. Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую, я горжусь своей нацией и свой народ. Да.
Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы сказали, за то, что вы сделали, воспитывая таких мужчин. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я Бахилина Марина, Республика. Хорошо, пожалуйста. Республика Саха. Тоже мама 3 сыновей. Средний сын у меня, как говорится, кадровый военный. Как только вот призвали, 18 лет, так и остался. Служит в ВДВ, ну, это разведрота. В СВО он с первых дней. ВДВ, да? ВДВ, 83-я бригада. Ну, когда началась спецоперация, он с первых дней там. В апреле был награжден орденом мужества. И также в апреле он был тяжело. Орден мужества просто так не дают. Да. По телевизору показывали. И был тяжело очень ранен. Вот. Но он собрал, как говорится, силу воли, восстановился. Сейчас он пока в данный момент находится в госпитале, реабилитация, ну и там планируют в январе его уже туда отправить обратно. Вот. Старшего сын был мобилизован в сентябре. Вот. Но что я хочу сказать, я буду коротко, так-то не умею много говорить. Одним словом, я сыновей воспитала в патриотизме. Как говорится, партия сказала, Родина сказала, вперед. Никто у меня от армии не отлынивал. Все пришли в армию физически, морально подготовлены. За мамину юбку не прячутся. Вот сыну пришла повестка, он сразу быстренько собрался и на сборный пункт. Сейчас он находится недалеко от фронта в СВО. Единственное, что, ну так редко, конечно, переписываемся, да. Единственное, что он жалуется, питание. Нету горячего питания. Понимаете, в чем дело? Если наши не могут обеспечить наших солдат горячим питанием, я как мастер спорта и КМС по стрельбе, я бы с удовольствием пошла бы туда бы на передовую готовить. Как, да, смешного. На самом деле у нас, извините, пожалуйста, у нас в Якутске очень многие матеря желают пойти вот именно помогать. Кто-то санитаркой, кто-то поваром. Ничего такого зазорного нет. Если у нас молодежь некоторая бежит, прячется, то чем мы? Это хуже своих сыновей, как говорится. Ну. Понятно. Вот, ну и так, еще вот один вопрос хотела я, да? Ну вот насчет это, то, что с удовольствием я бы пошла бы служить, денег мне не надо, пенсия позволяет. Ну и вот последнее хочу от матерей, от жен военнослужащих, от их лично передать большое-большое огромное спасибо вам, Владимир Владимирович, нашему Айсену Сергеевичу и Маганскому постсовету за оказание материальной, моральной поддержки военнослужащих. Это, значит, так было оперативно все сделано, быстро, качественно. Вот. Не знаю, вот как в городе, но вроде бы вот я хожу, тоже посылки собираю, да. Вроде бы все у нас получили компенсацию по 200 тысяч, там 300, там потом эти, как его, овощные наборы, да. Вот в Магане, например, вообще очень администрация Магана очень хорошо сориентировалась. Кому-то воды, кому-то двор почистить, кому-то дрова привезти. Ну, вот в таком духе. Так что многие у нас обеспечены хорошо очень. А? Вот насчет этого большое, конечно, вам спасибо. Ну и пожелание такое некоторым мамочкам, которые прячут своих детей. Не надо за них решать сами. Дети сами должны. А не бежать, там, не откупаться и тому подобное. Все, Владимир Владимирович, да. Спасибо большое. Марина Константиновна, да? Да. Вы сказали, что не умеете говорить, вы умеете. И говорите так, что дай Бог каждому. Значит, содержательно и по форме, очень доходчиво. Но самое главное, это даже не в том, что вы говорите, а в том, что вы делаете, да? А результаты вашей работы в ваших сыновьях. Это работа высшего качества и высшей пробы, если у вас такие дети.
Я вас с этим поздравляю и благодарю. Что касается Айсена Сергеевича, то он опытный руководитель, очень чуткий человек, настойчивый, умеющий добиваться результата. Республика у вас шикарная. Она не только огромная по территории, она очень талантливым народом населена. Разные люди, разных национальностей. Народ очень певучий, интересный, красивый, богатая республика. Вот. Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания среди там на передовой, это казалось бы, что уже вопросы в основном решены. Здесь вот как раз говорили о том, что вроде бы, да, вы, по-моему, говорили, что все вроде с этим нормально, но тем не менее, значит, не все нормально. Посмотрим, что нужно и где нужно сделать, что дополнительно. Первое. Второе. Спасибо вам за готовность принять участие в боевой работе ваших ребят. Ну, мне кажется, что это сначала соответствующие ведомства в министерстве должны навести там порядок должный. Вот мы с вашей подачи этим и займемся, и усилим эту работу, безусловно. Но я не в первый раз это слушаю, в том числе и в самое последнее время. Вот, поэтому то, что я услышал и от вас, это очень, очень важно. Ну, я так понял, что в республике у вас налажено все, вопросов к местным и региональным властям нет. Да, вот насчет этого у нас очень хорошо наладили, молодцы. Да, Юлия Александровна, вот имейте в виду, что есть хорошие примеры работы региональных властей. Владимир и надо это тиражировать. И тиражировать надо, и будем, и показывать о том, потому что примеры действительно есть хорошие региональной работы и заботы о семьях. Почему хотим как раз-таки создать комитеты региональные на местах? Потому что часть вопросов, может быть, даже власти где-то нужно подсказать, как это делается, как это реализовывается. Потому что все-таки здесь забота о семьях сегодня и помощь им в разных ситуациях, с которыми они сталкиваются. Именно так, где-то нужно и подсказать. Да? И положительные примеры, просто их нужно тиражировать, показывать, как можно и как нужно работать здесь. Как раз я об этом. Да, пожалуйста, Олеся Николаевна. Здравствуйте еще раз. Я с вами тут рядышком сижу. Я режиссер-документалист, поэт, мама сына, который был просто на срочной службе. Но когда началось все это, он сразу сказал: «Мам, кто, если не я?» И записался в ряды тех, кто готов служить Родине. Я, когда узнала о решении сына, там, конечно, и стихи, и все прочее полились рекой, но главное, я поняла, что я поеду на Донбасс, чтобы понять, что там происходит, сама лично поеду, сама должна все увидеть и понять, кто же эти ребята, такие же, как мой, или как-то, может быть, то, что говорят в СМИ, все-таки не так. Правда. На тот момент как раз это было все очень остро, да, нет войне и так далее. И вы знаете, я сняла фильм в итоге, поехала, в общем, сама, совершенно даже без бронежилета. Фильм называется «Отважные». Фильм сняли? Да. А на какой технике, как вы сняли? У меня, я, в принципе, режиссер-документалист, техника у меня есть не самая мудрая, потому что операторы со мной не поехали. Вы профессиональный? Да. У меня около 20 фильмов. Профессиональный режиссер, да? Да. И когда я приехала туда, вы знаете, как мама, как режиссер, как человек, который все-таки через душу, да, я, конечно, увидела, что там святые ребята. Я увидела этот взгляд предстояния перед смертью, перед Богом в первую очередь. То есть они все понимают, что они там за Россию, там нет Чечни, вот как раз Дагестаном, они за всех нас, за всех вместе. Я сегодня женщинам рассказывала, отклоняюсь чуть-чуть от своего желаемого, что хотела сказать. Как трое молились в одном окопе, мне рассказал дагестанец, как они втроем раненые в окопе молились на 3 языках: чеченец, дагестанец и русский. И он мне прочитал, дагестанец, держа вот так вот Спаса нерукотворного, флаг, который я ему подарила, говорит: я буду под самым сердцем носить. И он мне прочитал «Отче наш» на русском языке.
Понимаете, вот это и есть, и Чечню мы поднимаем вместе, мы все вместе, и Донбасс мы сейчас вместе поднимаем. И вот первый фильм у меня сейчас сложился, это об ополченцах, об этих людях, которые 8 лет уже там стоят на рубежах, о вашем сыне, но в продолжении, понимаете. Конечно, это герои, это наши святые. У меня есть такое стихотворение. «Время времен разворотом вех скроет былую мощь. Снова грехом назовется грех, русским полтавский борщ. С каждой минутой растут полки воинов и святых. Время времен и его сыны – зрение для слепых». И вот знаете, вот этим зрением сейчас для слепых, для многих ослепленных, за которым затуманили мозги эти фейки, эти бесконечные атака, вот эта страшная информационная атака, чтобы ее отбить, нужно призвать полки людей, готовых служить Родине так же, как наши сыновья служат. То есть мы, патриоты, документалисты, поэты, литераторы, актеры, именно настоящие патриоты, мы готовы встать в ряды тех, кто создаст то кино, которого ждет зритель, а он его ждет. Это кино нужно... Это вот большая просьба, кино, которое, вот, например, 20 моих фильмов, но невозможно пробиться на телевидении, невозможно пробиться в кинотеатры. Понимаете, зритель говорит, где ваши фильмы, почему мы их не видим, мы хотим их видеть. Вот эту стену нужно пробить. Сейчас, слава Богу, вот, кстати, когда я поехала снимать, у меня даже не было операторов, то есть фильм такой достаточно, это называется «Абсолютная жизнь». То есть камера дрожит в моих руках, я не военкор, но я теперь все понимаю, я понимаю, как там снимать надо. И вы понимаете, вот благодаря фонду культурных инициатив я уезжаю туда, перед этим уже второй раз, когда поехала, я подала заявку. Вот это социальный лифт, потому что Министерство культуры очень трудно пробить. А здесь я почувствовала, что социальный лифт существует, то есть Президентский фонд культурных инициатив подхватил мой проект, мне уже помогли, и я почувствовала, что я вместе с государством, что я работаю не одна, понимаете? Так же, как сыновья наши сейчас должны там почувствовать, что они уже не одни, что им и обмундирование, что здесь их ждут, раненые они, искалеченные. Мы дадим им карту дорожную, как дальше жить. И вот этот первый мой фильм «Ополченцы» скоро выходит, я надеюсь, что он будет показан. Сейчас я задумала еще 3 фильма, они уже выстраданы, я уже понимаю, как их сделать. Это как раз-таки отважная регулярная армия, о наших доблестных полках, в одном из которых служит мой сын, и которые просто нужно знать, что у армии сейчас очень много критики на армию есть, и она часто имеет право быть, но эти доблестные полки существуют, которые есть честь и совесть нашей армии. Они есть, мы их знаем. Я знаю, что вы их знаете, этих командиров, этих комбригов, которые все израненные, с искореженным лицом, но они жизнь свою положат за ребят, они их не оставят. И там, где комбриг не умеет этого делать, там вот у ребят проблемы. А если комбриг вот такой, как у наших ребят, все там нормально, их до вас дойдут, и все получат. Вот таких бы нам комбригов побольше. И о них очень хочется мне снять фильм. Дальше второй фильм я задумала про казаков. Казаки, как они не только у нас на Дону, у нас казаки от Владивостока до юга. И вот это вот тоже очень важно, чтобы мы перестали делить казак донской, казак уральский, казак владивостокский. Я хочу сделать фильм, где казаки с их песнями, с их удалью, с их желанием служить в вере царю и отечеству, они будут представлены с той любовью материнской, понимаете, которая во мне живет, когда я снимаю. И третий фильм бы хотела сделать о наших мобилизованных ребятах. Это, знаете, их растерянность некая. Знаете, мне на линии фронта ополченцы говорят, не боятся только дураки. И вот этот взгляд, несколько растерянный при проводах, вы не представляете, как через 2 месяца он превратится в взгляд воина, уверенного в том, что он служит Родине. Как один герой фильма говорит, здесь какая-то у нас заединщина, здесь у нас заединщина, потому что дух заединщины, потому что дух за Русь, за Россию. Единение. Единение полное, да.
Очень бы хотелось, и творческие люди, действительно патриотические творческие люди, их легко вычислить, потому что они последние 20 лет не меняли своего вот этого патриотического отношения к стране. Очень легко нас найти. Мы здесь, мы готовы служить Отечеству. Как написано в моих фильмах, кино на службе Отечеству. Это последний кадр всегда после всех фильмов. О многодетных матерях я снимаю, о солдатах наших или о людях, которые действительно созидают в России. У меня такие про героев фильмы. И вот я бы очень хотела, чтобы появился фестиваль мощный, который станет... Простите, я, конечно, волнуюсь все равно, потому что столько всего есть сказать внутри. Нет, вы очень содержательно говорите, очень интересно. Но волнение, понимаете, оно присутствует. Так вот, сколько лет такие фестивали, как Артдукфест, Кинотавр, мучили наших людей непотребным контентом, фильмами, снятыми с нелюбовью. Даже есть такой фильм, да, одноименный, «Нелюбовь» называется. Именно фильмы, снятые о нелюбви к России. Мы сейчас должны позвать тех, а там гвардия стоит, ждет. Позовите нас, мы готовы снимать о любви к России, снимать о наших героях, писать о них, жить там на Донбассе и писать книги. Я лично готова просто сидеть в этом окопе и про них писать. И я надеюсь, что вот этот институт, понимаете, как нам туда проходить, он появится, что Министерство культуры начнет нас слышать, потому что такие институты, как там Институт развития интернета, Общество знания, это, я так понимаю, что вот напрямую ты попадаешь к людям, которые тебя слышат. Это такая редкость, понимаете? И это такое счастье, что нас, патриотических писателей, поэтов и киношников, да, начали слышать. Что мы теперь не, ой, ну что-то вы слишком там, как-то у вас очень все слишком. Нас начали слышать. Владимир Владимирович, то, что я здесь, это тоже говорит о том, что этот социальный лифт, я думаю, что Президентский фонд культурных инициатив, это все-таки ваша инициатива. И вот если Жарадат очень благодарна чеченскому лидеру, то я, во-первых, считаю, что все-таки все, что в России строится и происходит, это наш президент этим управляет, это действует в согласовании с президентами, людьми на местах. И если просто там грамотный руководитель, как тоже с фронта, знаете, такая фраза, не важно, что рота ничего не соображает, только бы командир не был дураком. Вот просто вот если на местах не дурак, все, то ваши все распоряжения слышат, и там все совершается. Точно так же, как в социальных органах. Да? Вот эта лесенка должна появиться. Поэтому большая просьба у меня, да, я формулирую сейчас, потому что тоже много, как творческий человек, много говорю. Значит, первое. Хочу снять вот эти фильмы с любовью, с материнской, понимаете, через любовь. Мне нужно содействие Министерства обороны для этого, потому что пробиться в такие части некоторые практически невозможно. Я готова снимать на линии фронта, это я уже делала, опыт у меня теперь есть, я не боюсь, насколько это возможно. И очень бы хотелось, чтобы другие документалисты, поэты, литераторы имели доступ в кинотеатры, на телевидение, на ведущие телеканалы, чтобы ведущие телеканалы не увлекались только своим контентом развлекательным, а наконец-то начали нас видеть. И очень бы хотелось создать вот этот фестиваль «Кино на службе Отечеству». Это не обязательно должны быть кино только про героев СВО. У меня вот герой фильма «Самолеты строят в деревне». В заброшенной деревне строят самолеты и взлетает с ромашковых полей. Разве это не герой? Или другой герой фильма «Изобретатель», который создает технологии сложнейшие в России, которые входят в 5 лидеров. Разве это не герой? Герой. Вот поэтому прошу вас, я сейчас говорю за всю творческую интеллигенцию, которая... Да. Хорошо. Я знаю, что всем очень хочется сказать. Владимир Владимирович, очень на вас рассчитываем. Спасибо. Хорошо, спасибо. В этой связи, знаете, какие мысли мне прямо сейчас в голову пришли, вот когда вы говорили о людях творческих профессий, которые настроены и патриотически, и сказали слова вот все, но некоторые из мероприятий в культурной сфере мучили наших людей. Но почему так происходило? Я могу сказать, все очень просто. Потому что мы находились в состоянии после распада Советского Союза, и нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь.
И завтра мы будем жить, как в Париже или еще где-то. Хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. Да, абсолютно. Да. А думалось, что там будет хорошо. На самом деле это совсем не так. Там культурный код другой. И там вот так, ну, наверное, все возможно. Но вот так как мы отмечаем День матери, да, и так как мы сейчас с вами собрались и говорим о роли женщины, о роли матери, но во многих местах там уже и не знают, что такое мама, правда? Там просто родитель номер один, родитель номер два. И гендеров там десятками измеряют. Что, какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то. Вот. И вот то, о чем Олеся Николаевна сказала, о том, что там ребята из Дагестана Да, вот это смешение культур, и война, конечно, идет за духовность, конечно. за нашу духовность. Такая уникальная цивилизация у нас, объединение людей, значит, разных этносов, разных культур и разных вероисповеданий в одно единое целое. Это первое. Второе, вот на рубеже 2000-х, 90-х годов нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что это совсем не так. И больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне. И с восторгом предавались тому, что нами пытаются управлять. И в конечном итоге те, кто пытался нами управлять, в общем-то и целом, благодаря их усилиям мы оказались в той ситуации, в том числе и вот в зоне специальной военной операции. Ведь же они до этого довели. Я понимаю, сейчас не для серьезных разговоров мы собрались по политическим вопросам, но все-таки, если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, ничего бы не было. Ну просто не было бы же ничего. Потому что после этого там пришли к власти, фактически и так они имели большое влияние над этой страной, а после 2014 года фактически они взяли под контроль все органы власти и управления. Фактически. Это, а кто они такие? Бандеровцы, да, по сути своей. А что такое бандеровцы? Неонацисты. Бандера был приспешником Гитлера. Расстреливал и русских, и, кстати, и поляков, евреев, там всех подряд, значит, по указанию Гитлера. И они сегодня возвели таких людей в ранг национальных героев. Вот с чем борются ребята наши сегодня в зоне специальной военной операции. Вот с кем. А те, кто им противостоят, многие даже не понимают, что они делают, не понимают, что их используют просто как пешек в чьей-то чужой игре. Но они играют в чьей-то чужой игре, но мы-то должны бороться за свои интересы, за своих людей, за свою страну. Мы это и делаем. А вот то, что происходило в предыдущие годы, в значительной степени было связано с тем, что мы играли, как бы всегда жили на чужой поляне. А вот это вот сегодняшние события – это путь к какому-то внутреннему даже очищению и обновлению. И конечно, такие люди, как вы, ваши люди творческих профессий, которые думают так, как вы, конечно, они востребованы. Были всегда, а в такие сложные моменты для жизни страны в особенности. Но поскольку за предыдущие годы все определенным образом сложилось, расчищать поляну для вас достаточно сложно, поверьте мне, да. даже с моего уровня, потому что это же так достаточно глубоко там все сидит. Но мы будем это делать обязательно. Спасибо. Да, будем, значит, и, конечно, что касается содействия Министерства обороны, помощь вам будет обеспечена. Здесь я даже нисколько не сомневаюсь, как организовать эту работу так, чтобы она была с хорошим результатом и максимально безопасной. Ну, это мы подумаем и попробуем это сделать. Спасибо. Хорошо. Вот что касается проката и так далее. Ну, вы сказали, что по линии Министерства культуры это сложно сделать. Ну, наверное, там тоже существует своя бюрократия, но Министерство культуры тоже подключится, министр, женщина тоже, с патриотических убеждений, взглядов и очень деятельная, молодая женщина, опытная уже.
я с ней тоже поговорю, подключим тоже. Сейчас время прям документального кино. И документалисты, кстати, русские, считаются одними из лучших в мире. Да, потому что уровень да. проникновения в проблему очень высокий у Да. документалистов. Вот и то, что вы сказали о ребятах, которых вы видели там фактически на передовой, это, конечно, дорого стоит. И мне это полезно было сейчас услышать. Я вам могу показать. Да? Я попрошу вас тоже, дайте мне, пожалуйста. Спасибо. Так, пожалуйста, будем заканчивать все или еще что-то? Да? Пожалуйста, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, я мама 7 детей из Санкт-Петербурга, Рубаник Любовь Сергеевна. Как у нас в Петербурге есть семьи такие, как приятно это слышать. Нет, не только в Чечне, не только в Дагестане, но и в Петербурге. 6 сыновей. 6 сыновей и приемная дочка у нас. Ну, здорово. Вот. Старшие 2 сына, Дмитрий и Даниил, уже отслужили в армии, сейчас готовы идти по мобилизации. Пантелей, вот средний сын у нас в июне ушел, сам поехал в военкомат, ушел в армию, в октябре месяце подписал договор. Сейчас находится на подготовке. Владислав у нас тоже вот сейчас в декабре идет к своему брату, тоже на службу. Вот, 2 младших детей, 11-12 лет. Вот. Хотела бы рассказать о патриотическом воспитании, так как у нас дедушка с бабушкой прошли всю блокаду. Дедушка был инвалид по слуху, но с 14 лет работал на Балтийском заводе. Вот, потом дошел до Берлина, хотя был глухой, воевал. И вот несколько лет назад, ему уже было около 92 года, ушел из жизни. Папа наш посвятил тоже всю жизнь военно-морскому флоту, служил в Мурманске. Это, получается, дедушка моих детей, поэтому у нас воспитание такое изначально. Все дети патриоты, все знают, что такое наша Родина. И когда мы в наше время учились в школе, также у нас была начальная военная подготовка. Мы гордились, что были октябрятами, потом пионерами, и, конечно, все радовались и стремились к тому, чтобы быть в комсомоле. Вот. Хотела бы немножко рассказать о нашей организации. Это благотворительный фонд «Прилив» города Санкт-Петербурга, который входит во всероссийское движение «Матери России», отделение, Санкт-Петербургское отделение. Вот. В связи с последними событиями в стране, конечно, мы тоже не могли оставаться в стороне. Мы посильно помогаем вынужденным переселенцам, которые приезжают в Санкт-Петербург. Вот, помогаем беременным женщинам. И также поддерживаем семьи военной операции, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Вот как раз на днях тоже одна мама обратилась, должна на днях родить ребеночка, а другие малыши. Он говорит, мне некого теперь, папа воюет, встретить с роддома. И наши волонтеры, мы, соответственно, поедем их проводить, встретить. Вот такая у нас организационная работа. Вот. Старшие детки, пока им не пришел сейчас на мобилизацию, вот они также волонтерами у нас посильно помогают, работают по адресной помощи, поддерживаем семьи. Вот, что хотела бы сказать, конечно, о Комитете матерей Отечества совместно с Общероссийским народным фронтом. Вот хотелось бы разработать с Министерством здравоохранения, с Министерством обороны именно пошаговую поддержку военнослужащих, которые посттравматическое сопровождение тех ребят, которые возвращаются с военных действий, и чтобы на каждого было разработано определенное, могли разработать поддержку, пока идет вот оформление инвалидности и психологической помощи семье, и вот о чем как раз говорили, да, и помощь вот этим ребятам. Потому что многие, конечно, впадают в депрессию, и обращаются у нас также на площадке фонда, есть психолог, который работает и с семьями вынужденных переселенцев. Очень многие мамы и даже подростки находятся в таком
состоянии сложном. Вот. И семьи мобилизованных также вот рассказывают ихнее, конечно, нервное состояние, и нужна вот эта помощь. Ну, это проблема реабилитации, о которой мы уже говорили. Да, об этом уже она многоплановая, многогранная. Это не только чисто такая медицинская, но и психологическая помощь должна быть, социальная. Вот я уже говорил, очень важно, мне кажется, помочь людям получить дополнительные навыки, знания, образование какое-то дополнительное, помочь с трудоустройством. Вот это целый комплекс работ. Я уже пометил, безусловно, это нужно делать. И конечно, Любовь Сергеевна, с помощью ваших структур, общественных организаций, вот вашей, вот, как Юлия Александровна сказала, вот такой, ну, всех будем всячески поддерживать. Да, только сообща мы сможем победить. Да, абсолютно. Хотела сказать вот еще буквально пару слов, что только матери России рожают лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Так и есть, конечно. Так оно и есть. Это правда. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Республика Хакасия, меня зовут Надежда. И, как сказала уже Нина Петровна, как мы все считаем, что 30 сентября действительно произошло важнейшее событие для всей нашей страны, и мне посчастливилось быть на Красной площади, принимать участие и быть в этом едином порыве со всей нашей страной. В нашей стране прибавилось детей, прибавилось большое количество семей. А что это такое? Это значит ответственность, огромная ответственность за этих людей. Донбасс мне знаком не понаслышке, он мне знаком с 2017 года в составе своей любимой организации «Боевое братство», членом которой я являюсь, под руководством Александра Векшина, руководителя Хакасского отделения. Мы эвакуировали тяжелобольных и раненых детей с территории Донбасса. И тогда своими глазами я первый раз увидела эту боль Шахтерска, Донецка, Горловки, когда ты вытаскиваешь детей из подвалов, когда тебе мальчики, девочки, вот Олеся снимает фильмы про отважных, а у меня тогда были работы, короткометражки небольшие, которые мы сейчас показываем в школах, потому что ровесники понимают лучше ровесников. Вот эту систему мы выработали, да. И когда вот эти вот короткометражки мы снимали по одноименный, как зовут ребенка, так и называется фильм. Вот мой первый фильм «Вовка», мальчишке 10 лет, он берет меня, заводит в подвал и говорит: вы знаете, я умею лежать, я умею сидеть, я умею стоять по приказу, как мне нужно, как солдат, но я боюсь не пережить этого момента. Артем, у которого погибла на глазах сестра, как можно это простить, как можно это забыть? И кто-то же нажал эту кнопку, когда она взорвалась, понимаете? Вадим, я знаю каждого по именам. И я мама многодетная, здесь никого этим не удивишь, мы все молодцы, воспитываю еще и приемных детей, сама одна. Вот, поэтому, конечно, чужих детей не бывает однозначно. И с этого момента я решила помогать, я решила идти вперед. Недавно я была в Санкт-Петербурге, но отдыхать уже морально не получается, да, потому что ты перестроен на совершенно другую задачу. И мы посещали госпиталя наших бойцов, 442-й, ВМА. И, конечно, посещали мы с нашей братской республикой, Республика Тыва, потому что Хакасия и Тыва – это родные республики, да, мы очень близко, тесно связаны. Рядышком. Да, и с женщинами из землячества Республики Тыва, Санкт-Петербургской, мы, конечно, посещали наших ребят. Вы знаете, даже здесь проявляется наше единство. В чем? Вот как порадовать бойцов, чем их удивить? Мы решили приготовить национальные блюда. И, конечно, с этими ведрами пирогов, когда ты заходишь в эти палаты, общаешься с бойцами, где-то слышишь, знаете, вот такой вот: как вкусно, как дома, ну что ж тебе еще больше надо, понимаете? Когда ты понимаешь, что ты являешься проводником любви этих мам, которые сегодня не могут быть с нашими ребятами. Когда началась мобилизация, ну, конечно, все женщины нашей страны испытали огромное чувство тревоги, это однозначно, вот это 100%. Но вместе с тем, буквально пережив какие-то там пару часов, я встала и записала обращение, и оно потом родилось в объединении нашей республики. Это однозначно сил, консолидацию женской энергии, женской силы, о том, что нам нельзя сдаваться, и самое последнее дело – это упасть духом. Вот нельзя этого делать. И мы начали собирать сыновей Хакасии. Я уверена, что так же поступали женщины в других регионах. Мы собирали от рюкзачков сначала, да, до места их назначения, до места их дислокации, с молитвами, с провиантом, с продуктами. Все женщины объединились. Действительно. Это такая сила, это такая мощь, понимаете, это такой заряд. И ты понимаешь, что ты настолько становишься сильным. И когда ребята уходили, ты каждого провожаешь, у нас ушло 1400 человек.
Дальше мы последовали за ними, я последовала за ними также на учения, на полигоны, сопровождая их в их чаяниях, потому что все же происходило быстро, и какие-то вопросы и проблемы, они оставались. И, конечно, ты на местах решаешь эти моменты. Мы пойдем и дальше, Владимир Владимирович, не сомневайтесь, то есть у нас, мы знаем уже это точно. Вот. Но, конечно, есть сложности, как в любой проблеме, дело новое, дело сложное. И, безусловно, я вам скажу так, что в Хакасии все равно все работают 24/7. И региональная власть, и муниципальная власть, и жители Республики Хакасия, и те, которые сегодня действительно объединились. Нет неравнодушного человека. Сегодня это есть. Какие есть сложности, сейчас, наверное, я о них расскажу немножко и очень кратко. Например, как мне кажется, опять же, исходя из опыта, потому что ты все время работаешь, бойцы, во-первых, с тобой на связи, я всегда говорю, если раньше я говорила, как прошел твой день только своим детям, сыновьям, сейчас я понимаю, что у меня вечер увеличивается, и они звонят и говорят, и докладывают, грубо говоря, как проходит, что нужно, чем помочь, что нужно уже доставить на передовую, потому что перечень меняется, это от мундирования закончилось, то есть есть уже средства спецсвязи, и дальнейшие какие-то другие моменты. И вот что происходит на местах, я имею в виду с региональной поддержкой и помощью. Почему вот Юля сделала акцент, я вам поясню. Нужно слышать каждую семью, безусловно. Сегодня общая задача и наша задача людей, которые как раз работают непосредственно с семьями, мы понимаем, мы обращаем внимание на каждую семью. Вот здесь забывать этого нельзя упускать этих моментов. На сегодняшний момент, как мне кажется, слушания перед бюджетом, когда принимается бюджет, они же открытые. И вот нельзя принимать бюджет, региональный бюджет, без чаяния и без пожеланий, без проблем мобилизованных семей. Они должны принимать участие, и тогда не будет проблем. А какие проблемы получаются? Получаются проблемы следующие. У нас вносятся поправки. А что такое поправка? Поправка – это 10 дней. Значит, 10 дней какая-то семья не получит определенных выплат. На сегодняшний момент я вам скажу, что у нас все урегулировано. И уже в ближайший вторник 29 вот этих семей, как раз вот, когда Юля делала акцент, в ближайший вторник 29 семей, они получат региональную выплату. То есть все хорошо, потому что это была бюрократическая проволочка. Опять же, прописка, вот все такие моменты. Еще раз подчеркну, что тема новая, тема сложная. Еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это, конечно, льготы. Правительством Республики Хакасия у нас разработан огромный пакет, не то что огромный, большой, серьезный пакет дополнительных мер, помимо финансовой выплаты. Но когда разрабатывается любая льгота, механизм ее должен быть проработан. Опять же, например, уголь. Понятно, что у нас в республике с углем проблем нет, я имею в виду с его количеством. Вот. Но механизма проработки, то есть он был не до конца завершен. И получается следующим образом, что уголь начинает по этой региональной системе выдаваться только вот буквально сейчас. А у нас в Сибири, у нас уже холодно. Да. Конечно. Но, опять же, вам скажу, что ни одна семья без него не осталась, потому что у нас есть партнеры, у нас есть спонсоры, у нас есть работа глав муниципальных образований, которые сегодня на местах очень быстро решают вопросы. И, естественно, Хакасия, она маленькая, это небольшая, маленькая семья. Вот. И, конечно, вопросы решаются в таком режиме достаточно быстрым. Вот. И еще один момент, на который тоже мне хотелось бы обратить внимание. Понятно, что все стараются. Все муниципалитеты, у нас 12 муниципалитетов, которых затронула мобилизация, и каждый глава муниципалитета, он, естественно, старается для своего муниципалитета. И получается разница льгот. А если есть разница, значит, есть где-то меньше. Вот, конечно, на следующей неделе мы проговорим эти моменты, потому что главы всегда в контакте и в прямой связи. Вот. Конечно, мы считаем, что разницы быть не должно. Вот. Это, конечно, очень важные моменты. И вот знаете, Владимир Владимирович, здесь сегодня собрались очень сильные женщины. Женщины, которые действительно могут и своим примером показать, как нужно жить, как нужно воспитывать. Потому что мы ориентируемся, конечно, на примеры, наверное, своих бабушек, дедушек, которые ковали победу в тылу, однозначно. То есть у нас есть хорошая школа, хороший пример. Но какими мы бы сильными не были, нам нужно крепкое мужское плечо, ваша поддержка, поддержка нашему комитету. Вот. Большое вам спасибо за то, что вы нас сегодня приняли. От нас, от матерей, мы идем вперед. Мы идем вперед с нашими семьями, потому что семьи – это все семьи наших мобилизованных ребят.
Вот, и добровольцы, которых у нас, кстати, очень много, действительно, очень много, и мы ими гордимся. Ну и, конечно, я также не могу от наших бойцов передать вам привет, потому что они об этом говорят, они знают, что я сегодня здесь, от всех бойцов, от всех ребят и добровольцев Республики Хакасия. Огромный вам привет. Приведите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Значит, что касается, вот, ну, это вопрос, казалось бы, такой бытовой, но он существенный. Это льготы и единообразное их применение, механизмы и скорость принятия решений. Для этого не нужно там даже какие-то сложные решения в рамках бюджетного процесса, нужно просто заранее все предусмотреть, и это будет делаться автоматом. Здесь нет никаких проблем. Но, тем не менее, я это все пометил и обращаю на это внимание. А что касается объединений, вот, таких, которые создаются по зову сердца, что называется, здесь уже мы говорили, по несколько таких объединений здесь я уже вижу. Представители этих объединений присутствуют, и ваши, конечно, тоже. Я комитет говорю про наш, это уже наш. Общий, конечно, да, это наше общее дело. Мы же горим общим делом нашим, конечно. Да. Комитет, вот Юлия, которая говорила. Я прошу его поддержать. Как мы уже, понимаете, действующие. Хорошо. Мы уже на местах работаем, у нас есть опыт. Да. Все понятно. Будем заканчивать? Да. Что хотел бы сказать в завершение. Вот Надежда Александровна сказала, что поддержка нужна. Поддержка с одной стороны, с другой стороны, поддержка, я уже говорил, безусловно, будет. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Что самая главная поддержка – это ваша позиция. И то, как вы, я не буду бояться здесь никаких громких слов, то, как вы жили до сих пор, и то, как вы воспитали своих ребят, это главная основа и фундамент существования России. Я говорю не только о вас, только о присутствующих, а вообще о наших мамах, о наших матерях. Это главная основа, на которой стоит страна. В этом все. В этом наша история, наша культура, наши традиции. В этом уверенность в будущем страны. Уверенность в наших победах в самом широком смысле этого слова, не только в рамках вот этой военной операции. Но вот как Марина Федоровна говорила, я так понимаю, вы говорили о будущем страны, что она должна быть другой. В этом, если вы обратили внимание, несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию страны, по развитию экономики, ее социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные большие планы. Но они могут быть реализованы, если мы будем также вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят. И в рамках этой специальной операции, и в рамках, так скажем, как говорили раньше, трудовых наших будней. И самый главный залог наших успехов – это единство. Единство, о котором здесь вот Олеся Николаевна говорила, о котором Жарадат Хажаевна говорила Сунанна Ефиловна, ну все, из всех регионов, из казачьих наших регионов, из новых регионов, из тех, которые всегда считали, что они являются самым сердцем и основой российского государства. Вот. И все это вместе, и так называемая периферия, и центр, и юг, север, восток, запад, это все наша огромная сторона России. Но это не только территория, и не столько территория, это прежде всего люди. Их традиции, их культура, их история, которая передается из поколения в поколение и впитывается всеми нами с молоком матери. Все.
Все благодаря вам. Спасибо вам большое. Да, разумеется, конечно. Да.